строятся объекты военной инфраструктуры вдоль границ, приводится в порядок военной части, созданы серьезные резервы вещевого, медицинского, социального, военного имущества. Проводятся комплексные мероприятия по повышению мобилизационной готовности. Военные учения и тренировки проводятся в интенсивном режиме. Приобретаются специализированные средства, соответствующие современным методам ведения боевых действий. При этом мы понимаем, что если за спиной наших противников стоит коллективный Запад, то за наш стратегический союзник Россия. Считаем, что только мощно абхазо-российский кулак способен охладить пыл грузинских реваншистов и не допустить открытия второго фронта. Стратегической ошибкой стали упущение нами возможность строительства совместной военной базы в период 2014-2015 года. Президент Аслан Джанин, тогда еще депутат парламента, находясь в оппозиции, выступал за строительство базы. Сегодня такая база фактом своего существования сняла бы все вопросы открытия второго фронта, но его у нас сегодня нет. В связи с вышеизложенным партия Амсахаров поддерживает руководство Абхазии в деле усиления обороноспособности и взаимодействия с Россией во всех направлениях. Уважаемые ветераны, обращаясь к вам и присутствующим ко всем неравнодушным гражданам нашей общины, мы собрались здесь потому, чтобы обеспокоены за судьбу нашего народа, государства и будущего наших детей. Руководство обвиняет в том, что оно совершает террор и геноцид против народа Абхазии. Это, по-моему, очень плохо они высказались. И высказались обида в основном состоит в том, что в их числе находятся ветераны, которые бок о бок с нами сражались против нашего врага. Но мы спрашиваем, а борьба с пандемией, на которую благодаря усилиям руководства были изысканы и потрачены 1,5 миллиарда рублей, это, по-моему, не геноцид, а помощь населению. Делегаты съезда, приветствую вас на очередном съезде Республиканской политической партии Амсах. Сегодня в нашей повестке обсуждение самых актуальных вопросов. Партия Амсахаров всегда стояла на страже национальных интересов нашего народа и государства. Мы часть народа и всегда стоим за правду и за права каждого нашего соотечественника и гражданина. Сегодня наше государство проходит сложный этап своего развития. Прошло 30 лет после Отечественной войны народа Абхазии. С одной стороны, пройден большой путь и немало сделано. С другой стороны, нам всем предстоит объединиться ради решения важных вопросов и проблем. Говоря о проблемах, прежде всего следует обратить внимание на процессы, происходящие в регионе. Эти процессы напрямую связаны с нашей безопасностью, и на них следует обратить самое пристальное внимание. Хочу обратить ваше внимание на ситуацию в соседней Грузии. Возможно, попытка открытия так называемого второго фронта против России. Абхазия является одним из флангов этого второго фронта. Это напрямую касается нас. Наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае этого не произошло. Для этого нам, как никогда, нужно единство. Грузия должна понимать, что мы, Абхазии, в вопросах обороны Родины едины как никогда. Наша готовность дать отпор